Здравствуйте, дорогие друзья. 8 декабря и вновь в эфире «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. С 5 декабря началась фиксация случаев массового отравления жителей города Якутска продукцией кондитерского цеха «Нарыяна». Большинство пострадавших – дети. «Никогда не вини себя в том, в чем можно обвинить систему», написал как-то Виктор Пелевин. Кто виноват? Будем разбираться. Слава богу, не каждый день в республике происходит отравление более чем полусотни человек. Этот случай исключительный, но он обозначил сразу несколько конфликтов интересов. Итак, практически сразу санитарно-эпидемиологическое расследование выявило связь пищевой токсикоинфекции с употреблением пострадавшими изделий кондитерского цеха «Нарыяна». А в результате лабораторных исследований из остатков тортов был выделен патогенный стафилококк. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены грубые нарушения санитарно-противоэпидемического режима в кондитерском цехе. Помещения и коммуникации данного цеха требуют ремонта, не соблюдается поточность технологическая. Кроме того, не соблюдается гигиенический режим на этом предприятии. Как вы знаете, в связи с либерализацией санитарного законодательства проверки проводятся у нас только по обращениям граждан, либо с кратностью не чаще 1 раза в 3 года. Поэтому последняя проверка у нас проводилась в 2011 году. Для тех, кто сразу сосчитал, сколько прошло лет с последней проверки, обращаю внимание, что в отношении малых предприятий они проводятся именно не чаще 1 раза в 3 года. Кроме того, значение имеет и смена уставных документов предприятия, произошедшая в 2012 году. И на сегодняшний день законодательство таково, что эти проверочные мероприятия из контролирующих органов, они очень регламентированы. И очень много дано на ответственность тех организаций, которые занимаются общественным питанием. На них лежит очень большая ответственность. И мы, когда говорим о том, что у нас очень много контролирующих функций, когда говорим, что у нас очень много тех препятствий, которые ведут административным барьером к ведению бизнеса, мы должны понимать, что это должно быть обоюдное движение. Когда снижаются административные барьеры, административный контроль, должна повышаться ответственность организации. В принципе, как и во всем мире. Да? Сама организация, она очень нечасто проверяется контролирующими органами на Западе. Но если, не дай бог, случится тот случай, который сейчас случился, то, по-простому говоря, они получают по полной программе. Это нормально. Меньше контроля, больше ответственности. Но мы-то знаем, что в России это такой всеобщий симулякр. И еще знаем, что для многих поход за медицинской книжкой к врачу давно не актуален. Такой подход, когда я делаю, что хочу, а потом что-то случается, виноват там государственный орган, это, наверное, уже не проходит. Если надзорные органы постепенно отходят от практики внезапных проверок, поборов и, в общем, перестают кошмарить бизнес, то это совсем не значит, что бизнес может начинать кошмарить граждан. Родители пострадавших детей намерены подать в суд на кондитерский цех с целью возмещения ущерба. Родители не имеют претензий к учительнице, не обвиняют ее и считают, что случившееся должны ответить те, кто приготовил некачественный продукт и подверг к опасности жизни детей. Мы готовы в 100% объеме оплатить и морально, и материально. 25 лет существует кондитерский цех «Нарыяна», и никогда такого не было. ЧП вообще такого масштаба мирового. Здесь самое время сказать, что, по счастью, все госпитализированные сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. 3 детей сегодня, во вторник, 8 декабря, выписали. Эта инфекция, она вылечится, и больной будет здоров. Соответственно, здесь нет каких-то моментов, которые приведут к тяжелым последствиям. Да? Но могут быть основное заболевание у ребенка, у взрослого, которое может быть усугубиться, не дай бог, при такой ситуации, когда появляется инфекция и провоцирует основное заболевание. Здесь, конечно, это может быть. В работе находятся лабораторные исследования других пищевых продуктов. Так как ассортимент продукции был очень высок, то поэтому мы много наименований изъяли как из очагов, так и самого цеха.
Кроме того, родители сами приносили. Так ли уж важно, кто купил зараженное кондитерское изделие? И нужно ли запрещать школьное чаепитие? От чего хотят оградить наших детей? Кстати, к учителям родственники пострадавших подростков претензий не имеют. Уже после событий, если какие-то умозаключения же приводятся, так? И вот если сейчас вот отменят чаепитие в школах, да, вот, какие-то мероприятия, а дети у нас находятся, должны находиться в нормальной, такой среде, где обычная дружба, например, обычная беседа, умеете разговаривать, да? Чаепитие – это часть жизни, так ведь? Если мы это все отменим, мероприятия отменим, они же уйдут в теневую часть. Где-то будут собираться в квартирах, где-то будут сидеть, да, вне школы. То есть воспитательный процесс будет неконтролируемый. И не с чаем даже может быть. Поэтому ни в коем образом, сейчас вот по результатам, да, не надо запрещать мероприятия в школах, не надо запрещать чаепитие. Просто сейчас вот мы уже избавимся от кремовых каких-то тортовых, вот уже будем фильтровать вот это все, да, а воспитательную часть ни в коем случае нельзя ограничивать. Вот это мое мнение. Приближаются новогодние праздники. А это значит, что впереди у нас хорошее настроение. И не хотелось бы, чтобы оно было испорчено каким-нибудь контрафактным алкоголем или инфицированными кондитерскими изделиями. Стафилококковая токсикоинфекция характеризуется быстрым течением и инкубационным периодом. И тем не менее. Родителям можно посоветовать немедленно обратиться за медицинской помощью в случае выявления или подозрения на заболевание у своего ребенка. Тем более, если известно, что кондитерская продукция была некачественная, советуем также немедленно от нее избавиться или принести к нам в лабораторию на Аюнского 9. Контроль за организациями общественного питания проводят соответствующие органы, в том числе Роспотребнадзор. У нас такого полномочия нет. В части того, что проводить санитарную просветительную работу, да, это наша ежедневная работа, у нас есть структуры, которые этим занимаются, и мы, что называется, в еженедельном порядке выходим в СМИ, рассказываем, в школу выходим, здесь, конечно, работа проводится. Роспотребнадзор выявил, что 2 работника предприятия Нарыяна заражены стафилококком. И это снимает версию диверсии, появившуюся на просторах интернета, и вновь возвращает нас к вопросам ответственности, а в данном случае халатности бизнеса. Случай произошел в части того, что организации не соблюдались правила допуска персонала к работе. То есть они, соответственно, не проводили медицинское свидетельствование или что. На мой взгляд, там какой-то у них есть больной сотрудник, который вот это дело и заразил, наверное. Да. И в связи с этим ведется санитарно-эпидемиологическое расследование, практически оно завершено, проводят наши коллеги из Роспотребнадзора. И вы из СМИ, наверное, знаете, что следственные органы возбудили уголовное дело. Силами управления Роспотребнадзора цех был опечатан, оборудование и инвентарь также были опечатаны. В 30 торговых точках города Якутска приостановлена реализация кондитерских изделий данного цеха. И на сегодняшний день возбуждены административные дела, и по итогам которых материалы будут переданы в суд на закрытие. Следственным отделом по городу Якутску Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей по факту массового отравления детей. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в сумме до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Управление Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия внесло предложение в прокуратуру о проведении внеплановых проверок на предприятиях общественного питания Якутска в связи с фактами массового отравления детей в столице республики. Об этом на совещании с руководителями общепита сообщила сегодня представитель ведомства Маргарита Корнилова, начальник отдела санитарного надзора, лицензирования и регистрации. Она уточнила, что проверке прежде всего подвергнутся те предприятия, на которые были жалобы от потребителей.
Руководителям общепита рекомендовано перед новогодними праздниками провести генеральные уборки с дезинфекцией в производственных помещениях, проверить работников на наличие медосмотров, устранить имеющиеся нарушения в маркировке продукции, так как выявленные в кондитерском цехе Нарыяна характерны для многих предприятий города. Кстати, в цехе том работали только граждане Российской Федерации. Закрывая сегодняшнюю арену событий, еще раз хочется поблагодарить всех врачей, оказавших своевременную помощь пострадавшим взрослым и детям. Всем оказана медицинская помощь в полном объеме, да, и все дети сейчас находятся в стабильном состоянии. Есть такая пословица: где тонко, там и рвется. Вероятно, слишком тонким оказалось производство кондитерской продукции в цехе Нарыяна. Это была арена событий, программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.